Здравствуйте, меня зовут Физов Никита, и сегодня специально для проекта Zero Media я подготовил очень интересный материал. Сегодня мы возьмем интервью у Звонкова Сергея, гонщика, который очень популярен в Кыргызстане и не раз выступал за границей. It's my Итак, Сергей, здравствуйте. Опишите несколькими словами ваши хобби. Здрасте. Какой из? Оффроуд. Это адреналин. Весь процесс, гонка, подготовка машины, хотя на это нет времени, это все ради адреналина. Так. Как вы пришли к этому, к тому, что хотите заниматься гонкой? Конечно, надо, чтобы понять, нужно тебе это или нет, для начала нужно попробовать. Соответственно, я это попробовал, мне понравилось. Был куплен автомобиль, и мы начали гонять. Кто привел? Друг. Эмиль у нас есть такой. Как давно вы попробовали первый раз? Начал я участвовать, лет 5 назад, да? Это 2014 год. Или 2013 год. 5-6 лет назад. Оффроуд, как и все виды спорта, делится на клубы. Расскажите о своем клубе. Значит, клуб у нас называется Offroad Kings. Нашему клубу уже 11 лет. Клуб это порядка 40-45 резидентов на данный момент. 4-5 лет назад, когда я вступал в клуб, это было не более 10 человек. То есть клуб развивается, в принципе направление развивается. Я считаю, что один из самых качественных клубов в плане проведения соревнований. Расскажите о своей машине. Что вы там изменили, сколько примерно она уже стоит по затратам? Я понял. Машина Mitsubishi Pajero, все просто. Второй Pajero, классическая машина. Там стоит двигатель, но он с Pajero. С Evolution, с другой немного машины, но он с Pajero. Подвеска, в принципе, с родными ходами. Немного что-то усилено, но ничего не изменено. Машина, по идее, проходит в класс TR1. И пытаемся участвовать в классе TR2, но так как TR1 там такой класс для новеньких, скажем. Хочешь как-то посложнее, что было. И TR2, я считаю, более-менее актуально на данный момент для нас, но не очень актуально для машин. Машине нужно делать апгрейд, постоянно прогрессировать. Ездить на одном уровне неинтересно. Так, были у вас моменты, когда вы хотели бросить свое увлечение? Что значит бросить? Перестать участвовать? Надоело и все. Я понятно, но это не работа, да, которую можно уволиться, бросить. Это же хобби. Это как лыжи. То есть, есть момент, когда мы отдыхаем, то есть не участвуем, и момент, когда мы участвуем. То же самое здесь. Есть сезонность. Это весна, лето, осень. И зимой, как правило, это не сезон. Проходят какие-то покатушки, скажем, не соревнования. Они к оффроуду отношения имеют. Это больше раллийные какие-то гонки. Потому что нет грязи, нет таких задубасных мест. Соответственно, зима это не сезон. Нет, это же как? Это же увлечение. Это как в шахматы. Если один раз научился играть, то уже никогда не забудешь. Так. Много у вас наград. Расскажите о своей самой важной победе. Да, наверное, важных нету таких, чтобы каких-то международных соревнованиях, крупных, где было бы там более 100 участников, мы не участвовали, и тем более не побеждали. Все соревнования это на уровне там наша страна Кыргызстан, которые здесь проходят, и ближнее зарубежье это Казахстан. Много-немного, да нет, участвовали большее количество раз, нежели побеждали, это очевидно. В целом едем-то не за наградами, то есть едем за удовольствием, а потом уже как получится. Как правило, это так. Они есть, несколько раз мы занимали там призовые места. То есть
получалось так, что мы получали удовольствие и приезжали на тумбочку. Так, теперь скажите пару слов тем, кого хотите привлечь. Кто еще ни разу не был, не участвовал, или просто зрители. На самом деле есть на что посмотреть, как минимум, да. Может быть, у кого-то будет возможность попробовать на своей технике, или кто-то с кем-то знаком, приехать прокатиться. Процесс, ну, такой завораживает, и всплеск адреналина, ну, огромный. И есть хорошая песня у группы «Ленинград», наверное, я цитировать не буду. Но, в общем, у каждого свои кайфы. Я считаю, это один из тех, которые стоило бы попробовать.